Алло. Алло, Елена Анатольевна, добрый день. Компания «Автогермес» вас беспокоит. Извините, открываю. Вы нам сдавали автомобиль Nissan March. Скажите, пожалуйста, там никаких нету у вас секреток или еще чего-то, что мешает заводу автомобиля, ну, чтобы его завести? Короче, проблема с коленвалом или распредвалом. Сзади за двигателем есть вытащенная фишка, которая идет к датчику. Сейчас, секундочку, я прошу прощения, сейчас я дам техническому специалисту, который пытался это сделать. Ну просто он это знает, я там могу спутать. Сейчас буквально вы ему то же самое скажите, пожалуйста. Ага. Алло, здравствуйте, меня Сергей зовут. Да, Сергей. Там у него проблема с коленвалом, распредвалом или еще какой-то такой... Подождите, я отключу второго. Ага, алло. Да. Вот. И сзади за двигателем есть фишка, она сейчас висит на проводе. Вы ее увидите, она одна висит на проводе. Фишку нужно воткнуть на место, там сзади такой торчок, короче. Но он один подходит к этой фишке. Затыркиваете, короче, фишку туда, пытаетесь там раза 3 ее завести, потом вытыркиваете фишку снова и заводите ее. Офигенно. А теперь за 3 года я его возила в 5 сервисов, потратила 120 тысяч рублей, и ее не починил мне никто. Ясно. Ла-ла. Вам смешно, а нам плавать хочется. А я знаю. А мне хорошо. Я вас услышал. Короче, смотрите, сразу вас предупреждаю. Вы начнете с чего? Вы начнете с бензонасоса. Потом вы пойдете по датчику коленвала, датчику распредвала. Это все менялось, это не поможет. Единственные люди, которые им занимались, которые более-менее хоть что-то понимают в япошках, сказали, что проблема в проводке, и нужно менять всю косу. Проблема в проводке. Реально, в проводке, потому что там она вся перегнившая, перемотанная в говно и все. А мне уже это делать было неохота, потому что я накопила денег, чтобы сдать стройдына-то куда-то. Вот. Я перетыкала фишечку, привезла ее, завела, заглушила, все нормально, короче. Ну и вот вы ее забрали. И вот, я вас сразу предупреждаю, бензонасос менять не нужно. Датчики, распредвального коленвала менять не нужно, форсунки чистить не нужно. Вот последний вердикт был, это просто полностью заказывать на нее косу и менять всю проводку целиком. Все. Я вас услышал. Теперь еще раз повторим. Там за двигателем, вы говорите, сзади есть фишечка, которую надо воткнуть в разъем. Которая на проводе, которая фишечка на проводе, она висит на палочке специально. Так, а вот загляните туда, и там на палочке висит проводочек с фишечкой. Вы эту фишечку берете, втыкаете в специальную торчалочку двигателя сзади. Потом пробуйте раза 3 завести. Оно будет схватывать, но не заведется. Вот вы раз ее дернули, она не завелась. 2 ее дернули, не завелась. 3-й раз дернули, снова не завелась. Вышли, потоптались ножки на ножку, а снова выткнули фишечку, повесили ее на эту палочку. И потом садитесь и заводите ее, но немножечко нужно подержать зажигание. То есть она не сразу схватится, она схватится где-то примерно через пару секунд. Я понял, вас услышал. Спасибо. Вот. И эту процедуру, если первый раз не поможет, процедуру повторять до тех пор, пока не сдохнет аккумулятор. Потом вы заряжаете аккумулятор и повторяете процедуру по кругу, пока не заведется. А вам весело так? А я просто стою у своего нового X-Ray и радуюсь жизни. Я понял. Да. А вы сами научитесь. Я вас... Ну, я, по крайней мере, вам все объяснила, что могла, всю историю болезни ее рассказала. Ну, реально, 5 сервисов, 3 года трахотня. Это просто какая-то жуткая была. И никто не смог, помочь. Вот только вот таким объебошенным способом я ее заводила. И, последние чуваки, которые делали, они мне вот это выдумали, вот это вот дерьмо, чтобы хоть как-то ездить. И, сказали, что, Лена, пиздец проводки, менять косу. Все. Вот так вот. Вы меня услышали?
Спасибо, Лена, за информацию. На здоровье. На здоровье. Спасибо за веселый разговор. Было знаете, приятно поговорить. вы уж меня простите, пожалуйста. Да ничего, все правильно. На здоровье, давайте. До свидания. Спасибо, до свидания.